Перейдем к молодежи. Да. Знаете, на самом деле, коли мы говорим о молодежи, давайте сейчас на секундочку от старших перейдем к ним. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, а что вы думаете? Ну вот мы сейчас говорим, на самом деле, о том, что надо контролировать и со школы, куда ушли и так далее. А что делать, по вашему мнению, сейчас с теми, у кого уже кровь на руках? Муружева Ахмед, заведующий отделением информационных технологий, Северокавказский колледж. Пожалуйста. Относительно, откуда все это берется, вот, хотел бы сказать про это. Сейчас ни для кого не секрет, что интернет играет очень большую роль в зомбировании молодежи. Вы, наверное, сами являетесь свидетелем, когда создаются группы, создаются аккаунты, создаются видеоролики, которые требуют от человека сострадания. Это делается психологическим настроем, так, чтобы молодой человек, который только начинает жить, который не разбирается в религии, который не разбирается во многих вещах, начиная со школьной скамьи, это первый, это второй курс. Вот эти люди, они зомбируются именно вот этими роликами. Якобы российская власть угнетает молодежь, что у нас безработица. В общем, это проявляется протестом молодежи, неоправданный протест, и молодежь начинает подхватывать это, потому что им это близко, по идее, по ихнему духу. И вот та категория как раз, она и занимается вот этим. Вот люди, которые вербуют, у нас есть люди, опять же, это не секрет, находясь в других странах, это нужно признать, у них есть свое задание, они набирают именно вот эту молодежь, особенности северокавказскую молодежь, так как ею легко манипулировать. Вот это начало, это корень зла. В интернете это все есть. Я, конечно, не говорю и не учитываю ту категорию, которая может сделать анализ, которая умеет это все разделять, плохое или хорошее. Вот, не считая вот эту категорию. И что относительно того, как это все искоренить. Да. Мне кажется, что мы должны побольше проводить круглые столы. Вот, с участием старших, не старших, разницы нету. Когда она есть, эта проблема, мы говорим о ней, но мы не обсуждаем ее так, чтобы что-то решить, вот, прийти к чему-то. Вот. Сейчас очень стало модным говорить, я такой, там, ты из тех, там, это и так далее. В общем, мне кажется, что мы должны побольше проводить мероприятия, нацеленные на диалог, нацеленные на то, чтобы говорить, что терроризм — это действительно зло, это не модно, это зло, которое порождает лишь кровь, убийство невинных, особенности невинных, потому что, ну, если говорить о моем народе, для меня очень, не знаю, для меня это большая трагедия, когда человек моей же национальности убивает человека моей национальности, ингуш, ингуша. Когда верующий человек, независимо он мусульманин или христианин, неважно, верующий человек убивает другого человека, для меня это как бы не ввязывается в мою голову, потому что мы все-таки люди, мы всегда должны сострадать, для нас это существенно. Вот я хотел бы вот сказать и прийти к этому, что мы должны говорить молодежи, вот особенности родителей, да, вот молодых людей, парней, больше общаться с ними, знать, чем они думают, на что они нацелены, побольше спрашивать, чтобы знать их мир, потому что у них есть свой внутренний мир, и чтобы быть услышанным, наверное, или когда он его не слышит, молодежь как раз и тянется к оружию. А что же делать с организаторами? С теми, у кого уже руки в крови? Как правило, организаторы, мы их не находим, они, опять же, находятся за рубежом, опять же, спецслужбы, они более осведомлены в этом, но, как правило, начиная с Сирии и с тех стран, где ведется вот эта война с терроризмом, там, опять же, набирают вот этих молодых ребят, зовут под разными предлогами через третьи страны, там, не знаю, раньше через Турцию и так далее, и так далее. В общем, вербовка, она происходит на всех доступных фронтах, ну, в частности, с интернета. Опять же, нацелено это все ведется не один день, а месяц, полтора года. То есть человека подводит к этому психологически. И чтобы он уже твердо знал, что он прав, а все остальные это люди заблудшие, да, и так далее. То есть я хочу сказать, что все-таки нужно общаться с молодежью,
искать корень и, опять же, проводить с ними работу, психологическую работу, в религиозном плане, что, ну, действительно, это для нас это как бы трагедия большая. Это не единичные случаи, это повторяется из года в год. Когда я иногда вот, ну, не знаю, радуюсь с нашей стабильности, когда ко мне приезжают, опять же, мои друзья, ну, я с гордостью, с восхищением, как бы, да, вот эти моменты улавливаю, что любой человек из других регионов, там, из других стран могут приехать спокойно, отдохнуть у меня на родине, там, не знаю, в горах, еще вот во всех местах, где действительно есть такая красивая природа. И вот такие моменты, они, конечно, сказываются очень негативно.